Прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. Аминь. Леонид Петрович Синьков, педагог Ленского технологического техникума. 12 лет был наставником военно-патриотического клуба «Витязи». Его знает и уважает вся молодежь. Он человек старой закалки, грамотный тренер и наставник, преданный своему делу. И несмотря на то, что сегодня ему 71, он все еще преподает и не собирается на заслуженный отдых. Наоборот, повышает квалификацию, осваивает новые программы и всегда старается быть на одной волне со студентами. Это сегодня Леонид Петрович преподаватель нескольких дисциплин в технологическом техникуме, а много лет назад он был авиатехником. Леонид Петрович – уроженец Иркутской области, родился в многодетной семье. Мама была заведующей лабораторией, папа – электрик. Семья жила в деревне, у родителей было большое хозяйство, поэтому детям работы хватало всегда. Больше 100 тысяч тонн зерна принимали, поэтому как-то... Я как бы в семье старший, поэтому все домашние дела, мягко говоря, были на мне. И покушать приготовить, и, как говорится, за скотиной убрать, и за младшими дочерьми присмотреть, самому в школу сбегать. Помогал по хозяйству, присматривал за младшей сестрой, совмещал заботы с учебой. Несмотря на занятость, был лучшим в классе. Его фото висело на доске почета. Увлекался конструированием, делал модели различной авиационной техники. Хорошо рисовал. Эти творческие способности пригодились молодому человеку при поступлении. Его выбор пал на авиационное училище. Почему я выбрал авиа? У нас как раз над нашим домом, так же, как над Ленском, проходила магистраль, самолеты там летали. Это первое. Потом, поскольку у нас было уже Братское водохранилище, к нам сначала зимой только прилетали самолеты Ан-2. Тогда села были, мягко говоря, укомплектованы полностью, совхоз, как у нас там был. Населения было много, поэтому у нас и было автобусные маршруты, самолеты были. Летом также был самолет, речной транспорт, типа ракеты «Метеор». Вот. Ну и автобус, само собой. То есть пассажирооборот, как сейчас говорят, позволял этой технике использоваться максимально. Ну, самолет, естественно, прилетал не каждый день, там 2 раза в неделю, но нам было забавно, особенно когда мы, нарушая техники безопасности, за него цеплялись, как какой-то срок держали, потом нас сдувало, и мы катились клубком. Это было для нас забавой. Вот так забава превратилась в мечту. Мечта в реальность. Окончив авиационное училище, молодой человек стал работать авиатехником сначала у себя в Иркутской области, после в Красноярске. Там они с супругой снимали жилье. Было непросто, средств не хватало. На тот момент в Ленском районе жила мама жены, и семья приняла решение переехать в Ленск. Так, с 1975 года глава семьи стал работать в Ленском аэропорту в должности инженера смены. Оперативно обслуживал самолеты, вертолеты различных типов. Когда вы прилетаете в аэропорт, техник встречает самолет, он его обслуживает, осматривает, смотрит наличие дефектов, там, внешне там, осматривает, обеспечивает заправку самолета. Заполняется специальная карта, где роспись за каждый вид, и, там, скажем, шасси, планер, винт, там все записано в карте. И за все поставил свою подпись. Да, техник сказал, я подтвердил эту карту, и вот мы вдвоем ответственные за полет этого самолета или вертолета до следующего пункта посадки. Леонид Петрович и коллектив аэропорта выбрал председателем правкома. Он стал помогать коллегам в решении различных вопросов, в том числе жилищных. У нас создавался первый дом в аэропортах, аэрофлотовский дом, как его тогда называли, Таежный 2. Тогда была жесткая партийная дисциплина, поскольку я тоже был членом партии в свое время. И нам с этим домом сказали, что из 58 квартир вам только 16 достанется. Ну, вот, пришлось
доказывать, собирая там, сколько надо педагогов, сколько надо врачей, сколько многодетных, сколько детей-инвалидов и так далее. По списку их выбрал, на список на стол положил. Но в итоге из 58 квартир мы отдали только 4 квартиры. Я получил за это дело 2 партийных выговора. Вызывали меня в ЦК КПСС по письмам и жалобам. Ну, как-то, мягко говоря, нерастрепки, как всегда, бывает много. Главное, конечно, результат. Вот. Ну, в принципе, да. Я не считаю, что я был неправ. Я даже сейчас убежден, что я сумел доказать руководящим органам, в том числе и партийной организации района, что мы поступили справедливо и правильно. Никогда не оставался в стороне от людских проблем. Председатель правкома занялся еще и целевыми чеками. Однажды стихийно мы собрали в парке через объявление в газету группу людей. Здесь потихоньку так называемая добровольная общественная организация «Алмаз», она тогда называлась. Она в итоге за 4 года переросла там порядка 180 тысяч по Якутии было. Тогда же, помните, был дефолт, где деньги забрали у народа, целевые чеки и прочее. Поехали в Госдуму. Ну, там нам удалось встретиться. Егор Петрович Жирков, тогда депутат того первого созыва был. Ну, где-то через полгода он перевел нас с Анатолием в помощники, для того, чтобы нам было проще работать. Часть, конечно, получила автомобили, часть кто-то деньгами в соответствии с вложенной суммой. В аэропорту герой нашего сюжета отработал много лет. Потом грянуло сокращение. Мужчина перешел из авиационной службы в строительную. Потом стал вице-президентом финского комплекса. Ну вот мы вчетвером это дело начали, потом потихоньку, помаленьку все это стало развиваться. Приезжали финские специалисты, делали, потом с турками мы заключили договор на поставку леса отсюда, по-моему, 1000 кубов, что ли, не помню точно. Ну и предприятие, да, потихоньку стало развиваться, потом наступил какой-то финансовый кризис, ну и в итоге этот финский комплекс закрылся. Затем вице-президент финского комплекса стал теплотехником Ленского комбината. И это предприятие закрылось. После был механиком в боулинге. Там и встретил Леонид Петрович старого знакомого, который внес большие перемены в профессиональную деятельность мужчины. Один из сотрудников, бывших работников полиспрома, он уже здесь работал, в технику, в училище тогда. Говорит, поехали-ка. Я говорю, да я не смогу ничего не сделать, я вот понятия не имею, как с ними работать. Ну, приехал директор, там, Валерий Михайлович Серкин. Он говорит, так, приходишь, первое время я тебе помогу, дальше сам начнешь. Ну, зашел первый раз в класс, они пришли, я сижу, они сидят. С чего начать, не знаю. Взял учебник. Ну, перед этим, конечно, готовишься по тексту и так далее. Ну, а когда начиналось, как обыкновенно, они все равно дети, начиналась шумиха, надо было как-то успокоить. Ну, директор спустился один раз со 2-го этажа, помог мне укрепить дисциплину, показал, как это надо сделать. Ну, и так потихоньку, помаленьку. Ну, а потом, когда я начал работать, у нас же есть постоянное, так сказать, повышение курсов своих. Он через интернет прошел обучение на преподавателя ОБЖ, потом прошел обучение на преподавателя географии и так далее. Ну, как говорится, учение свет, надо готовиться. И потом не просто же так формально относиться к этому делу, а надо как-то подоходчивее, наверное, что-то объяснить. Сегодня Леонид Петрович Синьков – преподаватель основ безопасности и защиты Родины. Патриотическое воспитание молодежи – его приоритетное направление работы. В соответствии со своей
преподаванием ОБЗР, это вся мероприятие, связанное с патриотикой, обязательно, как говорится, мне поручалось подготовка снежного барса. Сейчас вот надо готовиться к учебно-военно-полевым сборам. История вооруженных сил, структура вооруженных сил. Это как бы по предмету надо преподавать. Поэтому как бы потребовать о том, что они хотя бы имели представление, как у нас организованы структуры вооруженных сил. Это органы управления, 3 вида, 2 рода современных, да? Потом есть войска, не входящие в виды рода войск, там, тыл и так далее. И в каждом виде есть свои рода войск. То есть даем какую-то краткую информацию. На уроках педагога всегда тихо. Студенты слушают новую тему с интересом. В процессе вступают в диалог с педагогом. Мне очень нравится, как он преподает, потому что у него немножко нестандартный подход. Он предоставляет очень много видеоматериала, презентации. Также он от себя очень много рассказывает, в целом отвечает на все вопросы, с ним все понятно. Он строгий, и он такой немножко боятся его. Но так в целом очень приятный, хороший человек. С ним поболтать можно, он с юмором, в целом позитивно почти всегда. Во-первых, взаимоотношения у нас очень нормальные, складные. Как преподаватель мне очень нравится. Это, наверное, один из любимых моих преподавателей. На уроках всегда на парах был тихо, спокойно, естественно, потому что с характером. Материал воспринимается очень легко, потому что представляет не только видеозаписи, но и презентации, сам объясняет, показывает всегда, и если что-то непонятно, он лишний раз может пересказать это. Ну, если, собственно, на следующую пару, если ты не можешь что-то рассказать, он тоже тебе все опять объяснит, все расскажет и покажет. Парней Леонид Петрович учит азам военной подготовки. На парах студенты занимаются сборкой и разборкой автоматов. Часто проводят различные патриотические мероприятия, конкурсы песней строя и военно-полевые сборы. Леонид Петрович, добрый. Чаще всего он строгий, но очень хороший учитель. Мне запомнился он больше всего с тем, что он нас готовил к военно-полевым сборам, и показал все интересное в техникуме. Также педагог ведет для студентов техникума урок географии, является куратором группы «Пожарная безопасность». Его студенты недавно участвовали в патриотическом конкурсе, заняли призовое место. Подготовка под руководством куратора была, как всегда, серьезной. По строевой заняли у меня 1 место. По художественной самодеятельности, если можно его так назвать, заняли 2 место. Наши ребята, они при погонах, при всех регалиях, в белых перчатках. Девушки надели себе белое платье, довольно-таки красиво. Танцевали вальс. Судьи были независимые, приглашены из города. Присудили 1 место, это уже приятно. Много лет одновременно с преподавательской деятельностью Леонид Синьков занимался и военно-патриотической деятельностью вне техникума. Он был руководителем клуба «Витязи». В свое время Пушкарев Сергей пригласил, сказал, вот мы с батюшкой тут организуем, надо «Витязи» создать. Работать с молодежью. Я говорю, а где пацаны-то? Пацанов не было нигде. 1 группа, это были парни техникума, 6 человек было. Потом уже он пришел сюда, в храм, говорю, у вас же есть прихожане, у них есть какие-то дети, да, давайте будем потихоньку раскручиваться. Первые походы, когда мы пошли, там, как всегда, порядка 20 ребятишек вывести куда-то здесь по возможности. Нам, конечно, предоставляла администрация автобус. Первые 2 или 3 года мы выезжали вот сюда, на Муринку, где в районе Затона, там покос такой. Жена у меня была за повара, я был за всех остальных. Их же круглосутки надо. Вот. Я говорю, все, я уже устал, давайте кто потом. Отец Дионисий у нас здесь появился, он стал подключаться. Затем родители стали, Соня Николай.
Леонидович, ну, Василий Сергеевич Белобров, он сейчас первый зам военкома, в свое время также с нами выезжали на походы. Ну, тогда уже, конечно, стало намного проще и легче как-то. Леонид Петрович был для ребят наставником, преподавал военную подготовку и фланкировку. Помогали ему единомышленники. Ну, в школе мы занимались на базе первой школы. 3 раза в неделю у нас проходили занятия. Это физподготовка. Там Николай Леонидович с ними конкретно занимался. Там они у нас там и кувыркались, и на турниках, и мягко говоря, овладевали первыми навыками бокса, так сказать. Вот. Стрельба у нас проводилась с винтовок. У нас специальные винтовки, такие пятизарядки, маленькие, для них как раз подходят. Из пистолетов стреляли, из винтовок. Ну и, как всегда, это фланкировка. Она вроде, когда ей кто-то владеет, она кажется довольно-таки простым, а когда начинает, они первое время я им давал палки в руки, потом как он это осваивал, это упражнение, например, тогда я давал им шашку, и они начинали шашками работать. Постоянно участники клуба ездили на военно-полевые сборы. Много раз были на той стороне реки, в поселке Южная Нюя. Жили ребята в палатках несколько дней. Занимались военной подготовкой, преодолевали различные препятствия. Импровизированное минное поле, поднимались по тревоге, изучали медицину, много общались, пели песни у костра. С этого года Леонид Петрович в силу возраста вышел из состава клуба. Он признается, что за годы руководства, это скорее было и не руководство, а жизнь, ни разу не пожалел о своем выборе, о тех 13 годах, которые он посвятил подрастающему поколению. Ведь кто, как не люди старой закалки, могут воспитать истинных патриотов своей страны, мужчин с большой буквы, готовых всегда постоять за отчизну. Во-первых, вот это вот общение с детьми, раз. И, честно говоря, думаю, что вот, я в деревне было, что у нас там не было таких, да, наставников, кто бы сами занимались. Мы как-то сами себя занимались всякими родами, там, войнушку играли. Если поглядели Александра Раневского, значит, у нас было ледовое побоище, да, если там поглядели какой-то военный фильм, решили его, так сказать, театрализовать в своем исполнении, то мы так были. А здесь, ну как, во-первых, они все разные. Во-вторых, когда видишь результат, и что из него что-то получается, и знаешь, что, в принципе, и потом уже конкретно говорю, что, ну, парень, я за тебя спокоен, да, например. А некоторым говорю, ну, кому-то очень трудно и не получается ничего, ну как я его буду переламывать, что ли, там где-то что-то. Ну, не получается у него эта фланкировка, ладно, зато он может нормально стрелять там, где-то у Николая Леонидовича там где-то заниматься боксом. Поэтому особо-то мы их как бы жестко не держали, но тем не менее дисциплину старались держать на занятиях. Нельзя не сказать, что многие выпускники отслужили в армии. Есть и те, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. И каждому из них уроки Леонида Петровича очень пригодились. Многие, приходя в отпуск при встрече с педагогом, говорят ему спасибо. Леонид Петрович строгий и в то же время добрый. Молодежь к нему относится с уважением. Коллектив ценит коллегу за его профессиональные качества. Мне повезло, уже в течение нескольких лет я работаю с Леонидом Петровичем бок о бок. Леонид Петрович не просто человек, который зарекомендовал себя своей преданностью делу, своим трудом. Он заслуживает огромного уважения. Мы очень дорожим Леонидом Петровичем. Для нас это человек уважаемый, важный в коллективе. Без него, наверное, наш коллектив не представляется, потому что кроме того, что он занимается со студентами как преподаватель, как руководитель клуба, он у нас еще и председатель профсоюзного комитета. Поэтому еще и со стороны коллектива в этом направлении тоже пользуется большим уважением и большим признанием. Леонид Петрович не просто выполняет свою работу, он ей живет. И самое отрадное, что он готов
поделиться со студентами, со своими учениками, студентами, воспитанниками всем самым лучшим. Он старается ребятам дать все знания, которыми обладает сам, и даже больше того. Самое главное, что ребята, приходя из армии, они очень благодарны Леониду Петровичу за то, что он их обучил жизненно важным навыкам, которые пригодились им в армейской жизни. Ну, конечно, самое основное – это сборка и разборка автомата, что ребятам очень нравится. Всегда кучкуются около него, на переменках собирают, разбирают автоматы, с удовольствием приходят к нему на занятия по военно-патриотической подготовке. Педагог постоянно повышает квалификацию, осваивает новые программы. На заслуженный отдых, несмотря на солидный возраст, не собирается, не представляет своей жизни без своей работы и студентов. Сегодня готовится к очередному мероприятию – военно-полевым сборам. После них наступят каникулы ребят, а значит, будет время заняться дачей, куда они поедут с супругой Еленой. Вместе они уже 18 лет. Все свободное время проводят вместе. Много ходят пешком, любят отдыхать на природе, гулять в парке и путешествовать. Да, мы с ним и познакомились до этого просто на другой работе, на другом предприятии, но мы работали вместе. И вот так вот по жизни мы как-то, да, идем. Активно ведете образ жизни дальше? Ну да, мы в отпуск часто ездим, стараемся. Ну и как бы во время отпуска стараемся посетить как можно больше городов. Вот мы в прошлый раз ездили, в прошлом году, получается, мы и в Геленджике побывали, и в Казани побывали, Магнитогорск, Белокуриха. И все это так. Любим на поезде путешествовать. Вот. Нам вдвоем как бы интересно. Как человек добрый очень. Вот, наверное, про таких мужчин можно сказать, что вот как за каменной стеной. Действительно, если какие-то проблемы, он подходит и говорит: не переживай, что-нибудь придумаем. Ну и действительно как бы все налаживается. Ответственный очень. А в том плане, если он что-то пообещал сделать, то это уже все разобьется в лепешку и сделает в любом случае. Причем сделает все в лучшем виде. У Леонида Петровича есть дочь. Она живет в одном доме с отцом, общаются часто. Внук закончил Пушкинский университет, теперь учится в магистратуре. Жизнь течет своим чередом. Главное, говорит Леонид Синьков, что было здоровье. Желание только одно – пожить подольше. А жизнь – это движение, уверен он. Значит, надо двигаться как можно больше. Более 7 тысяч шагов – это только за рабочий день в техникуме. Плюс по 15 тысяч ежедневно дорога до работы и обратно. В завершении разговора герой нашей передачи посоветовал всем быть такими же активными и уверенными в себе. И тогда все в жизни будет получаться.